Село Высокое Бахчисарайского района полностью оправдывает свое название. Оно располагается среди гор на высоте 472 метра над уровнем моря, поэтому считается одним из самых высоких сел в Крыму. Старинное название села Керменчик с крымско-татарского переводится как «маленькая крепость». Местные действительно живут как в крепости, правда осажденной. Из всех благ цивилизации здесь есть только электричество. В Высоком нет газа, дома отапливают дровами. Воду местные жители набирают в колодцах или родниках. Благо, здесь их много. Проблему с дорогами тоже приходится решать самим. Каждый засыпает часть дороги возле своего дома. Но такого покрытия хватает до первого дождя. Таира Хусаинова, местный активист, переехала в Крым с мужем-шахтером из Донбасса 12 лет назад. Ее стараниями в Высоком наконец стал ходить автобус. Правда, транспортную проблему это все равно не решило. Утром полный автобус идет пазик, а обратно у нас люди, получается, как хотите, так и добирайтесь, потому что он обратно идет 3:30. А людям нужно в больницу, у нас нет больницы, людям нужно в магазин, или людям нужно решать свои какие-то проблемы. Все хотят вернуться домой. И теперь у нас уже люди стали ездить на работу. Им нужно, чтобы вечером был транспорт, возвращаться домой. Раньше в Высоком работала школа, фельдшерско-акушерский пункт. Но постепенно люди переезжали в более обустроенные села, и инфраструктура развалилась окончательно. Оставшимся жителям приходится ездить за медицинской помощью, а их детям в школу в ближайшее ПГТ Куйбышево. Оно в 10 километрах. В селе даже нет нормального магазина. Раз в неделю приезжает автолавка, но это не решает продовольственную проблему. Домашний. Отмек bir şey yok. Şimdi özümüz pişiremiz. Anda kızım anda albatta kele. Ona kardeşim getire. Otmek netsen. Başka ne? Böyle yüze pişiremiz işte. Сулейман Ибраимов поселился в Высоком в 1990-м. Это родное село его матери. В своем доме он уже третий хозяин. Прежние просто не выдержали отсутствия условий и перебрались поближе к цивилизации. Крымских татар в Высокое привел зов крови. Это земля их предков. Только дух родного села помогает им выжить здесь. Фахри Велишаев – уроженец села Керменчик. Он один из нескольких крымских татар, которые вернулись в родное село после депортации. В этом доме он живет один. В свои 83 Фахри Картбаба сам ухаживает за огородом, выращивает деревья, косит траву. Баба дедени yeri bu. Ondan sonra kayda varacağım bularını da taşlar. Тефиде Велишаева родилась в селе Керменчик в 1931-м. Вспоминая до депортации, Высокое делилось на два села – Верхний и Нижний Керменчик. В Верхнем жили только крымские татары, в Нижнем – и русские, и греки. В общем, в этих двух селах жили около 800 семей. Ağırsa şeydi, fındık, ceviz, ana. Şimdi o terikle daha bizden kalan terikle durarlar. Hepsi. Barsan yüreğin dayanmaz. В 1942-м немцы в борьбе против партизан собирались сжечь Керменчик. Жителей переселили в соседние села. Семья Тефиде Велишаевой провела зиму в одной из комнат Куйбышевской школы. Возвращению домой жители села Керменчик порадоваться не успели. В 1944-м советская власть депортировала их на Урал. После депортации Тефиде Картана поселилась в Куйбышево, где живет до сих пор. Ее дом в Высоком не сохранился. Ben 87. senesi geldim evge, bir sapayı oturuydu. Kız bakayım az bana desem, kızmediler az baka, kızmedi o apay. Sonra kızmesini ben kırdım. O kır demedim, ben kırdım. Kırdık. Fındıklar, cevizler, alma, her şey tura. Azbağımız yakşı bağlar, az var idi. Evimizde turaydı. Ana sonra evleri aldılar, evi onu menki bir soy yapamadı. Baylar aldı, yıktı.
Живет в Куйбышево и Рустем Ибраимов. Высокая, на родину своих предков, приезжает регулярно, изучает местные достопримечательности. Одна из них – старинное кладбище 16-18 веков. По словам Рустема, недавно кладбище привел в порядок сакский бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным. Temizlediler, koraladılar, anda baş taş koydular, anda bir Allah'a yakın adam, işte bir aziz adam defin etilgen, onun üstüne baş taşı da koydular. Сегодня большая часть обитателей Высокого – дачники. Уставшие от городской суеты, жители Севастополя и других городов покупают здесь участки, сносят старые постройки и строят дачи и базы отдыха. Здесь нередко можно встретить и туристов. Решили совершить такой мужской поход, суть которого проверить себя на наличие сил, бодрости, ну и как бы посмотреть красоты Крыма. И вот одна из местных достопримечательностей – деревня Высокая. От некогда большого богатого села Керменчик остались только старинные крымско-татарские домики, которые тонут в зелени лещины и плодовых деревьев. Сады здесь по-прежнему дают большой урожай. Почти все жители села – пенсионеры. С каждым годом Высокая, зажатая горами со всех сторон, на шаг ближе к исчезновению. Если в 2009 году здесь числилось почти 200 семей, то сейчас их не больше 70.